Она начала нас оскорблять сходу. Сиди здесь со тебе лишь бы по... Центр города. Элитный отель «Шератон». Тихий вечер. Бассейн. Однако вместо музыки и бокал шампанским – удары, крики и погоня. Вместо сервиса – равнодушие, а вместо безопасности – жестокое насилие. И в центре этой драмы известные имена. Он к нам подошел сам, лично присел и начал рассказывать нам разные истории, где он выпендривался своими связями с ОПГ, связями жены с ОПГ. Также он рассказывал истории непонятные, да, про свою сексуальную жизнь интимную. Да. Мы просто сидели в шоке, потому что это не для наших ушей, во-первых. Да. Мы не должны это все слушать, мы просто молчали и все. 3 девушки. Блогер Алина Джакипова, известная как Бегемот Кыз, и ее подруги отдыхали у бассейна в Шератон. Они не знали, что этот вечер закончится для них больницей, допросами и шоком на всю жизнь. В моменте общения с Жаном ворвалась Заля в бассейн в абсолютно неадекватном состоянии, скорее всего, в алкогольном либо наркотическом опьянении. Я этого точно не могу сказать, это я говорю по своему восприятию, да, и это могут подтвердить люди, камеры наблюдения. Она начала нас оскорблять сходу. Сиди здесь, Саша, тебе лишь бы по... и так далее, да, мне просто даже самой противно это рассказывать, и я попросила Жана, я говорю, слушай, ну, ты сам к нам подошел, посидел, пообщались, уведи жену, потому что это, ну, неправильно, да, с твоей стороны, потому что ты подошел, и мы еще сейчас за это получаем. По их словам, первая вспышка агрессии пришла от Зарины Алмасовой, жены Жана Войнова, сына известной общественной деятельности Асоль Молдахматовой. Зарина начала словесную атаку, после чего позвала подмогу, брата и еще 7 мужчин. И, кстати, я ей даже сказала, Заля, это я, здесь, ну, как бы... Ничего такого нет, мы как раз говорили о тебе, она меня затыкала, далее она нас попросила с этого шатра, да, вот таким вот образом, прям надменным, жестоким. Мы сказали, слушай, ну мы изначально сидели за этим шатром, никого не трогали, ели, кушали, да, мы не пили на тот момент вообще ничего, понимаете, мы были абсолютно трезвыми. И в этот момент мы говорим, то, что это вообще-то наш шатер, и уйти надо вам. И она попросила Жана отойти, после чего у них произошла перепалка. Жан нам говорит, ну вы же понимаете, она как бы жена, простите, да, там и так далее. Мы говорим, ну нас не волнует, она нас оскорбляет, она нас провоцирует, успокой. И он говорит, ну Зарина, пойдем поговорим, да. И просто она начинает его оскорблять при нас, при всем бассейне, да. И он бросает в нее пиво и уходит. Девушек избивали трижды. На видео, разлетевшемся по сети, девушки, которых швыряют в бассейн. Слышны крики: «Где охрана? Где администрация отеля? Почему никто не остановил этот кошмар?» И в ответ тишина. Уголовное дело возбуждено. По факту заведены статьи 280 УК КР «Хулиганство», 206 УК КР «Грабеж». Жан Войнов пытался сбежать в Казахстан, задержан на границе. Его поместили в ИВС. На фоне разлетающихся видео и заявлений пострадавших от Шератон не прозвучало ни слова. Наоборот, по словам очевидцев, охранники выгоняли девушек, а не агрессоров. Это стало последней каплей. Рейтинг Шератон в 2 ГИС рухнул до единицы. Люди требуют бойкот отеля. Казалось бы, 5-звездочный Шератон, где нам должны были обеспечить безопасность, комфортные условия для отдыха, да, и так далее. И мы не раз посещали данный бассейн, уже несколько лет, да, я туда хожу, я постоянно их гость. Сегодня девушки пришли в нашу студию. У них синяки, страх в глазах и огромная смелость говорить правду. Их история – это не просто бытовой конфликт, это диагноз обществу, где влиятельные считают, что могут бить, унижать, избегать, пока остальные молчат. Но в этот раз не прокатило. Асоль Молдахматова прокомментировала: все взрослые люди должны нести ответственность за свои поступки. Произошедшее очень больно ранило меня. Мне очень тяжело. Сейчас идет следствие. Давайте дождемся завершения следствия. Я верю в справедливый вердикт. Это мои дети, которых я очень сильно люблю. Зарина для меня дочь.
мама моих внучек. Взрослые люди всегда в ответе за свои поступки. И я всегда за справедливость. Мы понимаем, что у нас есть сейчас долг перед всеми женщинами, в первую очередь, перед всеми жертвами, которые пытаются быть услышанными сейчас. И это уже даже не просто наша проблема, да, это уже общая проблема. Мы хотим стать последней проблемой, понимаете, такой именно с этой кампанией связанной хотя бы. Справедливость – это не вера, это действие. И страна сегодня смотрит, будет ли справедливо, когда в деле фамилии узнаваемые. Этот случай – проверка на зрелость для следствия, для власти, для общества. И если вы считаете эти строки, это значит, тишины не будет. Эльвира Сатыбекова, Оскар Улан-Улу, репортер KG. Оставайтесь с нами.